Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем с вами обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписываться на мой канал, делиться своим ценным мнением в комментариях и не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Лайк для вас ничего не стоит, а мне помогает продвигать мой канал. На одной из городских парковок маленького городка Домджалия человек обратил внимание, что двое злоумышленников скрывают автомобили. Бдительный гражданин, недолго думая, позвонил в полицию. Полиция быстро среагировала, отправив на место преступления сразу несколько нарядов, и перехватили злоумышленников. Оказалось, что злоумышленники ничего не успели украсть, а возможно не украли, потому что во вскрытых ими автомобилях ничего не было ценного. Но все равно своими действиями они причинили ущерб владельцам автомобилей на несколько сотен евро. Злоумышленник задержан, а бдительному гражданину выражена благодарность. Также полицейские просят граждан не оставлять в салонах своих автомобилей ничего ценного. Ни сумок, ни телефонов, ни кредитных карт. Интересно, если бы дело происходило в России, вы бы стали звонить в полицию? А если бы позвонили, то насколько быстро бы среагировала российская полиция? Делитесь своим мнением в комментариях. На этой неделе маленькая страна Албания праздновала свою независимость. И албанцы, живущие в Словении, решили отпраздновать День независимости своей страны, собравшись в районе БТЦ перед одним из торговых комплексов. Празднование проходило очень бурно. Люди свистели, кричали, зажигали фаеры, размахивали флагами Албании и даже стреляли из настоящего оружия в воздух. Распугали всех посетителей. Нужно сказать, что митинг был несогласованным. Приехавшая полиция ничего не смогла сделать. Митингующие продолжали бурно отмечать свой праздник и даже начали обсвистывать полицию и раскладывать на полицейских автомобилях албанские флаги. Мне непонятно, почему албанцы празднуют именно в Словении независимость своей страны. Не логичнее было бы поехать в Албанию и отпраздновать День независимости со своими соотечественниками. Мне сложно представить, чтобы россияне собрались на несанкционированном митинге в Любляне и начали вдруг таким образом или каким-нибудь другим образом праздновать День России. Мне почему-то кажется, что такие россияне были бы быстро лишены своих разрешений на жительство в Словении. 29 ноября пограничники остановили два подозрительных автомобиля. Непонятно, правда, из новости, чем они показались им подозрительными. Один автомобиль был Ford Kuga с украинскими номерами, и, как выяснилось, водитель незаконно перевозил двух граждан Турции. А второй автомобиль был Renault Clio с французскими номерами. И выяснилось, что в этом автомобиле незаконно перевозили 4 сирийских граждан. В итоге водители автомобилей отправлены в тюрьму, а перевозимые нелегалы будут просить в Словении статус международной защиты. Многие ошибочно считают, что в Словении очень мало нелегальных мигрантов. Но давайте обратимся к статистике и посмотрим всего лишь за 4 дня с 29 ноября по 2 декабря, сколько полицией было задержано нелегальных мигрантов и из каких стран. Полиция выследила и арестовала 54 гражданина Афганистана, 22 гражданина Марокко, 21 гражданина Сирии, 20 граждан Бангладеша, 18 граждан Китая, 10 граждан Шри-Ланки, 10 граждан Пакистана, 9 граждан Индии, 6 граждан Египта, 6 граждан Непала, 4 гражданина Конго, 4 гражданина Сьерра-Леона, 2 гражданина Турции, 2 гражданина Камеруна, 2 гражданина Ганны и по одному гражданину Кубы, Ирана, Ирака, Туниса, Сомали и Нигерии. И прошу обратить еще раз ваше внимание, что это произошло всего лишь в 4-дневный период. Близятся рождественские и новогодние праздники. И все чаще и чаще в городе слышны взрывы петард. В городе Марибор хулиганы бросили петарду в почтовый ящик. Она в нем взорвалась, и отлетевшая крышка почтового ящика повредила витрину ближайшего магазина, нанеся ущерб в 550 евро. За последнюю неделю полицейские конфисковали большое количество пиротехники. Причем пиротехника была классом F2, F3. Напоминаю, что в Словении разрешено использование пиротехники только классом F1 и в период строго с 26 декабря по 1 января. И даже пиротехнику класса F1 нельзя взрывать в закрытых помещениях.
Если вдруг полицейские вас поймают за взрыванием петард, то вам грозит штраф от 400 до 1200 евро с конфискацией пиротехники, ну и, возможно, пару пальцев. В Словении очень популярны новогодние праздничные поезда. В этом году решили организовать новогодний праздничный маршрут до города Цели, который в этом году получил статус новогодней европейской столицы. На праздничном новогоднем поезде до города Цели можно будет отправиться из Любляны, Марибора и города Виленья. В Словении в праздничные дни будет организовано 11 маршрутов праздничных поездов. В поездах детей и их родителей будут развлекать праздничные феи и Дедок Мраз, что в переводе на русский обозначает Дед Мороз. Не пропустите это яркое праздничное событие. Во вторник около 4 часов вечера двое полицейских в центре Любляны на Конгрессном тырге остановили одного подозрительного мужчину для проверки документов. Они подозревали его в краже одного из близлежащих магазинов. Но вместо документа подозреваемый из кармана достал баллончик со слезоточивым газом и распылил его прямо в лицо полицейским, а сам попытался скрыться. Полицейские все равно его догнали и обнаружили, что при нем находились украденные вещи, а также запрещенные вещества. Сейчас этому мужчине грозит огромный срок. Помимо кражи, хранения и распространения запрещенных веществ, ему вменяется нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей. Лучше бы, конечно, он не распылял газ полицейским в лицо, так как его действия нельзя будет расценить как самозащита. Американка, живущая долгие годы в Словении, поделилась 3 вещами со своими подписчиками, которые ее до сих пор удивляют в Словении. Первая вещь – это звонки от курьеров. Перед тем, как доставить вам посылку, курьер обязательно позвонит вам на телефон и предупредит о своем прибытии. В Америке же, как говорит американка, не принято звонить курьерам. Они просто приезжают и оставляют ваши посылки перед вашими дверьми. Мне кажется, это логичным, то, что курьер вам должен позвонить, чтобы не было недоразумений в дальнейшем. Курьер, например, оставит вам посылку, а вы ее там не найдете. И как потом доказать курьеру, что он приезжал к вам с этой посылкой? Вторая вещь, которая ее удивляет, это то, что в словенских ресторанах официант сразу же спрашивает, что будете пить. И у нее якобы не остается времени полистать меню и выбрать что-нибудь необычное. Здесь я тоже не вижу ничего удивительного. Если ты хочешь полистать меню, то нет ничего сложного сказать официанту, что я закажу напиток чуть позднее. И третья вещь, которая удивляет американку Шеридан Аллен, это то, что в административных зданиях в кабинеты не стеклянные двери, и она не может понять, есть ли там посетители или их нет, и ей приходится стучаться. И это ставит ее в неловкое положение. Здесь я, пожалуй, могу согласиться. Я бы тоже хотела, чтобы в административных зданиях были стеклянные двери. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от +2 до +4, пасмурно. Спасибо большое, Алиса. Обожаю это слово. Повторите его еще раз, пожалуйста. Друзья, на этом мои новости подошли к Да, концу. друзья, это здорово. А у вас много друзей? Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!